В декабре 1812 года Наполеон и его армия отступают из России. В боях за Отечество принимает участие и чеченец по происхождению, тогда еще ротмистр Александр Чеченский. Так, на Бородинском поле полк Чеченского участвует в кавалерийских атаках в составе корпуса атамана Платова. Будущий генерал принимает участие в знаменитых рейдах Дениса Давыдова. В ходе партизанских боев он проявляет незаурядную храбрость. С августа по декабрь 1812 года Чеченский со своим отрядом прошел с боями от Вязьмы до Польши. За взятие Гродно без кровопролития Чеченскому было присвоено звание майора. После взятия Парижа полковник Александр Чеченский в свите царя участвует в торжественном параде на Елисеевских полях. Грудь полковника украшали серебряные медали за вступление в Париж и в память 1812 года. Позже за воинскую доблесть в ходе Отечественной войны Чеченский награждается орденом Анны с бриллиантами и очередным повышением в чине. С 6 декабря 1862 года великий князь Михаил Николаевич становится наместником Кавказа. При нем Кавказ жил той же жизнью, как и при его предшественниках, пользуясь лишь еще большим к себе вниманием. Современники в своих воспоминаниях рисуют князя человеком, лишенных особых способностей, тем не менее, способностью выбирать наиболее подходящих для решения текущих проблем людей и мудро направлять деятельность. И именно при его наместничестве окончилась изнурительная и кровопролитная почти Великая Кавказская война. Великий князь Михаил Николаевич провозгласил окончание Кавказской войны в 1864 году. В том же году Александр II издал манифест о награждении за окончание Кавказской войны великого князя Михаила орденом Святого Георгия II степени. Михаил Николаевич оставался наместником Кавказа вплоть до 1881 года. В начале декабря 1917 года в Грозный направляется Моздокский казачий полк, который заменил отправленные на Ставрополье войска из города. Спустя некоторое время среди жителей селения Алды и грозненскими станичниками, которые были поддержаны нижними чинами полка, вспыхнули разногласия. Они начались с земельных споров и переросли в вооруженное сопротивление. Для предотвращения стычек между алдынцами и казаками, которые грозили перерасти в масштабные столкновения, станицу Грозненскую для переговоров с руководителем меньшевистско-эсеровского совета рабочих и военных депутатов Грозненского района Богдановым и Полюховым направилась чеченская делегация во главе с шейхом Даниярсановым. Казаки пропустили безоружных чеченцев в станицу, однако недалеко от станичного совета они подверглись нападению, в результате которого погибли сам шейх и 35 сопровождавших его мюридов. В ответ на убийство шейха и его мюридов чеченцы захватили и сожгли станицу Кахановскую. В декабре 1923 года Юго-Восточное бюро ЦК РКПБ снял с должности секретаря чеченского оргбюро РКПБ чеченского просветителя Таштемира Эльдарханова. На его место назначен нечеченец Магомед Энеев. Таштемир Эльдарханов – чеченский просветитель и депутат. Родился 1 апреля 1870 года в селении Гихи, в семье крестьянина-середняка. В 1906 году он избирается депутатом Первой Государственной Думы России. Государственный масштаб мышления Эльдарханова заметен и в его выступлениях на сессиях Второй Государственной Думы. Уже после распуска Думы Таштемир Эльдарханов вновь до февральской революции 1917 года работает в Баку в области просвещения. После окончания гражданской войны он избирается председателем Ревкома, затем и председателем Чеченского областного исполкома. Эльдарханов работал также председателем Национального совета в краевом исполкоме Ростова-на-Дону. В 1929 году в Чечне он занимает ответственный пост в Грознефти. Умер в 1934.
5 декабря 1936 года 8-й чрезвычайный съезд Советов СССР принял новую так называемую Сталинскую Конституцию СССР, по которой Чечено-Ингушская автономная область преобразована в Чечено-Ингушскую автономную Советскую Социалистическую Республику. Чуть ранее, 15 января 1934 года, Чечня и Ингушетия были объединены в Чечено-Ингушскую автономную область и выделены из состава Горской автономной Советской Социалистической Республики. Чечено-Ингушская Советская Социалистическая Республика просуществовала вплоть до депортации чеченцев и ингушей в Среднюю Азию в феврале 1944 года. ЧАССР была восстановлена уже после смерти вождя всех времен и народов Иосифа Сталина и политической реабилитации этих народов в конце 50-х годов. 2 декабря 2007 года в Чеченской Республике прошел всенародный референдум по внесению изменений в Конституцию Республики. В ходе референдума жители республики ответили на два вопроса. Принимают ли они предлагаемые поправки и пересмотр отдельных статей Конституции Чеченской Республики, а также согласны ли признать недействующим закон Чеченской Республики о выборах парламента, принятый на всенародном референдуме 23 марта 2003 года. Поправки касались также срока полномочий президента и парламента, которые в предлагаемой редакции увеличились на 1 год с 4 до 5, а также избрание однопалатного парламента. В целом же изменения и поправки в Конституции коснулись более чем 50 статей. Самым главным изменением в предлагаемых поправках явилось то, что в последующем давалось право вносить любые коррективы в основной закон республиканскому парламенту.